Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан и Россия подпишут новое межпарламентское соглашение. 2 июня в Туркменистане начнется зерноуборочная эстрада. Национальный праздник Курбан-Байрам будет отмечаться с 28 по 30 июня. И другие новости. Новое соглашение между парламентами двух стран планируют подписать Туркменистан и Россия. Об этом заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на встрече с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой. Встреча прошла на полях 10-го Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге. Матвиенко пригласила свою коллегу принять участие в 4-м Евразийском женском форуме, который пройдет осенью 2024 года, а также в предстоящем 16-17 ноября в Бишкеке выездном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ. Напомним, что в 2022 году Туркменистан и Россия подписали соглашение о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству. 2 июня в Туркменистане начнется зерноуборочная эстрада. Первыми в этот день к сбору урожая пшеницы приступят земледельцы Ахалского, Лебапского и Марийского вилаятов. А жатва урожая пшеницы в Балканском и Дашогузском вилаятах начнется 9 июня. В предстоящем месяце на берегу Каспия в национальной туристической зоне Аваза предусматривается провести фестиваль, а также международную научно-практическую конференцию «Традиции фольклорного творчества и народного танца». Об этом вице-премьер Мяхри Джемал Мамедова, курирующая сферу культуры, доложила президенту Сердару Бердымухамедову в ходе заседания Кабинета министров в пятницу. Желание участвовать в фестивале изъявили фольклорно-танцевальные коллективы из многих стран, в том числе России, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Румынии, Ирана, Индии, Китая и другие. 3 июня в Туркменистане отметят Всемирный день велосипеда. По традиции в этот день во всей стране пройдут массовые велопробеги. Всемирный день велосипеда был учрежден в апреле 2018 года на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана. С 28 по 30 июня в Туркменистане будет отмечаться национальный праздник Курбан-Байрам. Курбан-Байрам, один из двух главных исламских праздников, отмечается спустя 70 дней после другого важнейшего праздника – Ораза-Байрам. Дни празднования его в Туркменистане являются нерабочими. В Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга 28 мая состоится масштабный праздник «Мир ковра», приуроченный ко Дню ковра, который ежегодно отмечается в Туркменистане в последнее воскресенье мая. Сотрудники музея подготовили специальную лекционную программу и кураторские экскурсии о коврах и ковровых изделиях из Туркменистана. Также посетителям музея будет предложен мастер-класс «Ткачество на раме», на котором каждый сможет попробовать себя в роли ткача, познакомиться с разными техниками ткачества и создать собственную закладку для книг. Житель Непала стал первым в мире человеком с ампутированными выше колена ногами, кто покорил Эверест. 43-летний Хари Будхамагар поднялся на крышу мира, как еще называют Эверест, на протезах. Ноги он потерял в 2010 году во время военной службы. Своим восхождением на Эверест он планирует вдохновить других людей. В Китае представлен первый телевизор с разрешением 16К, созданный китайской компанией Boe. Новинка компании, представленная на выставке Display Week 2023, является первым в мире телевизором с панелью разрешением 16К. Матрица нового телевизора имеет разрешение 132 мегапикселя. Это в 16 раз больше разрешения 4К и в 64 больше, чем Full HD. Стоимость нового телевизора и сроки поступления его на потребительский рынок представители компании пока не озвучили. Аркадак завершил первый круг чемпионата Туркменистана по футболу победой над Ахалом со счетом 5-2. Футболисты Аркадага уверенно завершают первый круг чемпионата Туркменистана по футболу на первой строчке в турнирной таблице. На 10 очков опережая Алтынасыр и Капитдаг, имеющих в запасе по одной встрече. Коллектив из Ахала остался 9-м с 3 очками в активе. Матчи группы А 3-го дивизиона чемпионата мира по хоккею в 2024 году пройдут в Киргизстане. Это стало известно по итогам ежегодного конгресса Международной федерации хоккея, проходящего в эти дни в Финляндии. Национальная сборная Туркменистана по хоккею поборется за выход во второй дивизион с командами Мексики, ЮАР, Таиланда, Люксембурга и Киргизстана. Турнир пройдет в Бишкеке с 10 по 16 марта 2024 года. Напомним, на завершившемся в апреле чемпионате мира в 3-м дивизионе группы А хоккеисты сборной Туркменистана завоевали серебряные медали. Турнир проходил в Южноафриканской республике.
В Ашхабаде прошли спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню города и 30-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Европейским Союзом. На многофункциональном стадионе Ашхабад прошли соревнования по бегу на длинные дистанции – 5, 10, 15 и 20 километров, в которых приняли участие около 60 человек, и мини-футболу среди юношей и детей. Победителем турнира по мини-футболу стала команда спортивной детско-юношеской школы Олимпийского резерва «Дияр». На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете познакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.